Всем привет, дорогие подписчики! Видео посвящаю группе в Одноклассниках Якутия в нашей памяти. Попросили снять видео про Судгородок. Как раз я здесь нахожусь. Сегодня вот только прочитал запись в ютубе от Вальдемара. Вальдемар, приветствую тебя! Привет с Якутска! У нас сегодня не май месяц. С утра было почти минус 10. Нахожусь на территории СВФУ, чуть через дорогу, вернее говоря. Стадион Юность. Сейчас я вам покажу его поближе. Стадион Юность изменился с советских времен-то. Даже не узнать. Вот территория. Улица Каландарашвили. В той стороне Каландарашвили, по-моему, называлась. Вот сам стадион. Ох, руки мерзнут. Старый корпус, по-моему, вот здесь находился, вот прямо. Вот девятиэтажка видно. Сейсарская. 3 поросенка, одно здание. Это у нас Триумф видно там. Так, перчатки надо есть, что-то руки мерзнут. Судгородок, вот он. Здесь, помню, когда-то балок какой-то был. В 90-х годах, в начале 90-х годах. На дискотеку мы приходили сюда. Пятая столовая, помните? Кто здесь был студентом давно? Вот она стоит. Коричневое здание. Так, давайте сейчас немножко пройдем. Да, перчатки надо одеть. Немножко потрясется камера. Перчатки одену, холодно. Сейчас тут городок изменился совсем. Иду к комплексу Триумф. Спортивный комплекс у нас новый. Вот у нас уже снежок лежит первый. Это у нас летний манеж теплый. Вот здесь студенты занимаются. Сейчас я Триумф вам покажу. А старых домов в студенческом городке почти не осталось. Вальдемар, не знаю, какую-то там котельную говорил. Там есть одна котельная, да, вот возле дороги, которая. Ты про нее говорил, наверное? Сейчас я ее сниму попозже. Вот он, спортивный комплекс Триумф.
За ним озеро Сайсары. Вот Судгородок. Его уже не узнать. Он совсем другой был здесь. Много новостроек. Но вот это здание было. Не помню, это какой корпус был. Сейчас дорогу перейду и продолжу съемку. Ну вот я перешел дорогу. Где были общежития преподавателей, я даже не знаю, не в курсе. Но засниму, что есть. Вот оно, это здание. У нас вот так у нас идет. КПДшка стоит. Пойдемте дальше. Еще ветерок. Холодно. Видите, много всяких новых зданий построили. Но вот это КПД-то было. Так, давайте, наверное, пройдем. Мы здесь пройдем, да? Я с сыном иду. Мы здесь пройдем туда? Пройдем же туда? Да, давайте. Пройдем. Это медицинский институт. Ну, это, по-моему, уже хрущевский дом вот этот старый. По-моему, его просто обшили. Вот зашли в Судгородок. Он здорово поменялся. Много новых домов. Да, сегодня-то не лето. Давайте я это вам сниму тоже на всякий случай. Вот. Много новых корпусов здесь. Но это старые. Это даже... Вот они старые, да. Их тут покрасили, не узнать даже. Ох, ремонт там идет капитальный. Вот это я точно помню. Два основных корпуса было. Только номера не помню какие. Он, по-моему, синего цвета был. Вот они, два. Видите, ремонт тут идет глобальный. Ох, велосипедов сколько запарковали. Так. Сергея поставили. Вальдемар, котельную ты, наверное, вон ту имеешь в виду. Вот, которая вот впереди стоит. Вот туда она. Я туда дойду сейчас. Сейчас здесь сниму. Общежитие номер 4 написано. Но в наши года какой номер у него был? Даже не знаю, вот здесь парк сделали. Этого не было. Я сам тут в городке еще 100 лет не был. А ветеранов поставили.
Общежитие номер 1, вернее. Подходим к старому корпусу. А воробишки, бедолашки, кушает. Вот этого здания не было, это точно я помню. Вот эти два было, да, два корпуса. Вроде общежитие для иностранцев. Вот это? Да. А вот сын подсказывает, что это общежитие для иностранцев, для иностранных студентов. Вроде бы. Так, ну это у нас корпус старого ЕГУ. ГУК. Главный учебный корпус. Вот мы его заходим с задней стороны. Давайте его так сниму получше для истории. Не, ребята, холодно, руки мерзнут. Ну вот эта арка-то советских времен, начала постройки есть. Здесь тоже вот парк сделали. Заслуженные люди. Давайте выйдем на главную улицу. Это у нас улица какая была? Кулаковская уже, да? Кулаковского. Ох, сколько много здесь людей-то проходило через эти ворота. Сейчас я вам покажу основную арку. Это для старых студентов, кто закончил ЕГУ. Вот через эти ворота много людей проходило здесь. Давайте пойдемте посмотрим старый корпус. Сюда, наверное, с этой стороны. Новые корпуса вон там находятся. Туда я идти не буду. Там старых корпусов не осталось ничего. Давайте я вам покажу вот этот кусочек старого ЕГУ. Нынче вот сделали площадки, как дорожки, и делают до сих пор. Видите, вон лежат. Ой. Все лето делали. Видать, фундамент немножко подразрушился. Копали там внизу. Но вроде бы вот до зимы успевает сделать. Жалко, у меня нету вот этого, как он называется, в руках держать. Стабилизатора, да. Извините за съемки, конечно. Руки мерзнут, руки дрожат. Вот оно, центральный вход. Но он такой же, в таком же состоянии. Видите, даже его покрасили, немножко почистили. Сейчас в этом корпусе учатся первокурсники. В связи вот с пандемией. Это вот у нас так поменялся Якутск. Смотрите, какие большие дома построили. Считали мы с сыном 17-этажные дома.
Такого в Якутске, конечно, у нас еще не было. Вот она. Главный вход в Альма-Матер. Давайте пройдемте сюда, я вам Сергея покажу. Это, видать, старая еще. Может, кто-то даже и ставил из группы одноклассников. Так, видишь, что написано? 50 вижу. Цифру. 50 лет. Ага, в честь 50-летия поставили. 2006 год. В 2006 году. Вот видите, фундамент. Капитально вот залили и делают. Вот хорошо. Тут что-то делает. Так. О, стучат. Работает. Давайте дальше пробежимся. Оделись тепло. Вернее, тепло, говорю. Легко. На машине же. Ну, сейчас посмотрел записи в Ютубе. Вальдемар попросил заснять видео. Сейчас сделаем. Вот это что за штуки? Вот кто знает? Я вот до сих пор не могу понять, для чего они нужны. Кто в курсе? Вот эти железки стоят. У нас по городу много таких. Для чего они нужны? Идем партизанскими дорогами. Сейчас мы подходим к... Как он называется, этот корпус? Сергеляцкие огни. Ну, вот это частное Сын здание. подставил. Ну вот это новое, здесь в наши года не было. Вот одна общага вон там видно. Только видите, ее уже обшили там. Это, скорее всего, не общага, а дом. Медицинский институт. Вот сергеляцкие огни. Надеюсь, сотовый не замерзнет. Вот они, сергеляцкие огни. Сюда одноклассники явно ходили. Город, конечно, с каждым годом меняется. Здорово. Так, это у нас УЛК. УЛК. А как переводится? Учебно-лабораторный корпус. Учебно-лабораторный корпус. Так, вот зашел за сергеляцкие огни. Главный корпус ЕГУ. Давайте пройдем здесь, где еще старые общежития остались, надеюсь. Вот это здание было, по-моему, да. Сейчас все перекрасили, все подновили.
Вот сергеляцкие огни с задней стороны. Конечно, здесь уже краска вся подупала. Такой сквер. Сейчас посмотрим номер общежития. Здесь вы, наверное, кто учился в ЕГУ, скорее всего, здесь жили. Общежитие номер 2. Но оно давно не такое было, конечно. Сейчас уже ремонт делали, покрасивее стал. Чистенько здесь. Вот трубы утеплять собрались. Как обычно у нас в Якутске, да по России. Как зима, начинаются стройки. Так, ну здесь, наверное, явно студенты курили в наши года. Котельная, где-то здесь была котельная. Сейчас я пройду по той стороне. Это ты, наверное, эту имеешь в виду, котельная? Здесь даже с переходом корпус сделали. Не знаю, что это такое. Спортзала УЛК бассейн в воду. А, здесь Это бассейн, спортзал, бассейн, Мадон. бассейн. Синее здание, бассейн, Мадон. Ну вот, подходим к дороге. Узнаете здание? Студенческая столовая номер 5. Ох, там кормили так хорошо так. Да, Судгородок, конечно, поменялся здорово. Смотрите, деревянных домов здесь нету уже. Закфен, одно здание есть. Уже все посносили. За Кфеном есть? И есть одно старое здание деревянное. А надо было заснять его. Сейчас мы сюда пройдем. Сын говорит, там за Кфеном, за новым корпусом, есть одно деревянное здание осталось. Советских времен наше. Давайте я вам покажу столовую. Так, это у нас улица Юнского и Каландарашвили же, да? Вот она, 5-я столовая наша. А здесь много людей кушало в этой столовой. Ее уже сделали. Видите, как обшили. Хорошо. Вот подсюда мы заходили по этой двери. Там деревянные дома тоже все посносили. Белинская улица, по-моему, да? Нету их там уже. Это новые корпуса СФУ. Общаги, видите, специально. Сели в машину. Все-таки правую сторону мы снимем. Только с машины холодно на улице вообще. Руки замерзли. Так.
Вот видите, здесь новые дома, все. Новые дома. Сейчас едем к последнему дому, который остался с наших времен. К деревянному. Видите, как поменялся. Да, вот оно. Вот для ориентации я скажу. Вот с левой стороны вот два корпуса те, которые центральные, они вон там находятся. Старый корпус вон там, с той стороны. Сергеляцкая 10/2. Но вот этот дом и стоял. Он даже старый указатель остался, вон где двери. Вот старый дом остался. Что это за корпус был? Кто знает. Вот она. А вот котельная там. Это одна котельная. Еще одна котельная там дальше. Вот. Его, наверное, скоро снесут, этот корпус. Видите, окон нету, все разбито. Видать, под снос уже готовят, да? Разбирают его потихонечку. А здесь новые корпуса уже пошли, видите? Вот он, ракурс хороший. Да, жизнь кипела здесь, конечно. А вон еще один деревянный дом-то есть, двухэтажный. Давайте туда проедем-ка, посмотрим. Так, нам направо. Вот, подъезжаем. Вот он, по-моему, он один здесь остался. Номер 12 был. Давайте сюда заедем. Покажу. Люди живут. Люди живут. И что интересно, вот на этом здании там осталось «Добро пожаловать» надпись. Так, тут частный дом какой-то стоит. Подъезжаем к котельной. Но это, скорее всего, новая котельная. Да, там тупик. Сейчас развернемся. Поедем дальше. Сергеляцкая 12 называется. Сергеляцкая 12. Видите, даже вывеска старая вот ниже висит. Это явно с советских времен осталось она.
Так, все, сейчас поедем. Котельная там, которая дальше есть была, о которой я говорил. Да, сейчас студенческий городок не узнать, совсем поменялся. Старых домов почти не осталось. О, а мы здесь проедем. А, нет. Там нет. Ездит тут. Редко. На, держи-ка камеру. Снимай перед. Проедем. Тут шипы всякие торчат. Колеса бы не пробить. Я хочу туда проехать. К корпусам этим. Ну вот, да, мы показали почти всю территорию судгородка. Вот сейчас едем более в центральную часть судгородка, где мы пешком прошли. Такие военно-грузинские дороги. Движение тут хорошее. Остановилась. Сын, за камерой снимаешь. Я рулю. Ах, руки у меня замерзли, товарищи. Привет всем большой студентам ЕГУ, студентам Советского Союза из города Якутска. Ага. Нам не хочется ступать, ладно. Люди не гордые. Едем. Да, вот такая территория у нас здесь. Вот старый корпус тоже видно сразу. Вот направо не покажи. СУФУ вот старая. Ягу. Ой, СУФУ, говорю, ЕГУ корпус видно. Вот там мы пешком прошли сейчас. Сейчас мы попробуем здесь проехать, но я так понял, что здесь тупик. Мы там не проедем, да? Там тупик, по-моему. Да, тут. Там ворота Там поставили. Ладно, мы его так объедем. Ух, на машине-то как-то веселее снимать. Теплее. Еще бы штатив был бы, вообще бы прекрасно было. А ты камеру потихонечку поворачиваешь, чтобы съемка хорошая была. Так, поедем. Но это все новые дома. Вот эта КПДшка была в советское время, советских времен она стоит. Сейчас выйдем на Юнскую улицу. Если здесь проход есть, да, и здесь тупик. А что такое? Здесь тупик, здесь тупик. Ладно, объедем. Мне по идее видеорегистратор есть.
Ну что-то мы с него не можем скачать, что-то он перестал перекачивать на компьютер. Что-то у него там сломалось. Так он записывает, конечно. Едем к котельной. На дорогу надо. Улица Юскова. Насколько я помню. Это у нас Триумф. Поворачиваем направо. Вот территория Студгородка. Вот с левой стороны тоже вот общаги есть. Вот это финансово-экономический колледж стоит. Это вот новые корпуса университета. Шаг. И вот наша старая 5-я столовая знаменитая. Она была, по-моему, серого или голубого цвета. Что-то такое. Сейчас повернем направо, и вот здесь была котельная. Вальдемар, ты про нее, наверное, говорил. Сейчас мы прямо к ней подъедем. Где-то она здесь была, по-моему. Здесь, по-моему, что ли. Если не изменяет мне память. Да тут все поменялось вообще. Да тут нету котельной. Не приедем. Уж котельная, по-моему, была. Да. Это вторая общага. Общежитие номер 2 вот впереди. А нет, тут котельной нету. Я вам дал ложную информацию. Ладно. Мы поедем дальше. Сейчас проедем дальше Кулаковского. Там выезд На улицу дорога. Кулаковского. Не, сейчас мы это объедем. Не, ребята, скажу, что в машине снимать гораздо лучше и приятнее, чем на улице. Еще ветер какой-то холодный. Так. Вот Белинского улица. Вот видите, здесь дома деревянные были, помните, наверное. Там корпус художественного. Дом художников был дальше, вот, за этой 9-этажкой. Но он там есть, остался. А вот здесь дома не строят. Здесь старые времена. Ну, от чумки умерших животных хоронили. Поэтому там пока ничего не строят, хотят парк сделать. Ну вот, снимай корпус. Научная библиотека это. Да, научная библиотека здесь. Что тут есть? УЛ- Комментируй. УЛК. Учебно-лабораторный корпус. Так, КЦ Сергелевские огни. Клиника. Погромче, наверное, говорить. Памятник Амосову. Давай, правой Максиму стороной Кировичу. снимай. Так, поставь прямо. ГУК. Главный учебный корпус. Или ЕГУ. Основной Да. корпус. Так прямо держи. И так снимай. Не дергай так.
Сейчас мы подъезжаем к новым корпусам. Я их называю стеклянными. Они такие все из стекла. КФЕН. Фен, да. Корпус факультативов естественных наук. Сейчас мы сюда заедем. Так, территорию покажем. КТФ. Снимает камера, да? Да. Видео это, ребята, сделаю без субтитров английских. Ботанический Видео сад. большое очень. Наверху там ботанический сад. Это кому стоит памятник? Учителю, преподавателю. Сейчас еще проедем по мосту. Так, круг почета сделаем. Покажем. Вот мы объезжаем все СФУ. Мординов Авксентий Егорович. Ну немножко он как-то не похож здесь. Ну. Видите, как город, смотрите. Частные дома и новостройки. Правой сторону покажи. Вот границы СФУ здесь, или ЕГУ. Вот там впереди мост, сейчас я вам покажу. Мост через озеро. Слева ипподром. И дальше туда на медцентр идет. Вот озеро Сергелях. Вот сними хорошо было. Сейчас будет корпус Триумф. Вот СФО, вот котельная одна есть. Ну это, по-моему, не старая котельная, новая котельная. Все, там котельной больше нету. Вот СФО у нас территория. Сейчас, конечно, оно все новое стало уже. Его не узнать. Может, кто-то узнал свои корпуса старые. Хотя их здесь мало, конечно, осталось. Так, заехали на улицу Аюнского.
Дальше впереди у нас по дороге, прямо если мы едем, 1000 мелочей магазин. Ну, старого 1000 мелочей уже нету сейчас. Мы уже давно снесли, там долгострой идет. Уже много-много лет строили. Мы поедем направо в сторону Чароита. Помните, наверное, Чароит. Сейчас его отдали православной церкви. Церковь там будут строить. Вот он. Часть территории СПУ. Мы едем прямо. Сейчас я вам покажу. В сторону проспекта Ленина едем. Снимает, да, камера? Да. Хорошо. Вот старый дом, покажи. Старые дома покажи. Вот, смотрите. Здесь, оказывается, остался дом, а что-то я его не замечал. Вот здесь вообще старенький домик маленький. И вот сейчас здесь с левой стороны вот это вообще старый Якутск. Вот смотрите, какие дома. Даже видно, что это старый. Видите, как сделано. Это вот театр оперный. А вот Чароит. Увлекательного. Театр эстрады, по-моему, здесь был. А сейчас вот церковь делают. Здание ЗАГСа вот с левой стороны. Вот так сейчас поверни его, покажи. Многие есть, наверное, бракосочетались в этом здании. Площадь Дружбы. Сейчас мы повернем на проспект. Что здесь? Немножко Якутска вам покажу. Ну это здание знаете, да? Старожилы. Театр покажи. Ты попрямее держи кадр, что-то, чтобы дома прямо стояли. Подъезжаем к магазину Туймада. Помните, наш знаменитый магазин. В руках держи. Вот оно. Желтенький. Сейчас магазин Топ-Кота. Ну посмотрите. У нас дорогу делают, проспект. Должны были летом сделать проспект, площадь Ленина. Не знаю, почему сейчас начали делать. Сейчас еще асфальт будет даже, скорее всего. Дом наук. Это здание космофизики, вот серое. Библиотека Пушкина. Пересечение проспекта Ленина, Октябрьской улицы. Пушкинку покажи хорошо. Извините за съемку, дорога у нас тут перекопанная. Асфальт содрали, верхний слой. Вот едем по главной улице города Якутска. Вот один дом здесь справа снесли. А вот бывшая 8-я школа. Сейчас, по-моему, она 1-я школа называется. Это у нас дом правительства.
площадь Ленина. Вот наш дедушка Ленин стоит. В заточении, в рамке его сделали. Дедушка Ленин стоит. Вот площадь Ленина наша. -7 показывает на градуснике. Здание Якутзолото. Детский мир с левой стороны. Ну сейчас там МФЦ. Дом правительства. Старая. Алроса. Академический русский театр драматический Пушкина. Это старое здание. Магазин юбилейный. Много раз я сюда заходил. Кстати, мой друг детства строил его. Портовской парень. Сейчас банк. Улица Короленко. Налево вот пошла. Вот здесь единственные в городе солнечные часы. Вон, видите? Кинотеатр Центральный. Мэрия. Московский сквер. Подъезжаем к улице Ярославского. Это улица Курашова. Бывшее здание Катюши кафе. Сейчас хачапури. Типа ресторана грузинской кухни. Справа дом торговли. И вот выехали на Ярославского. Ну, спасибо за просмотр.